В одном из самых загадочных уголков Черноморского побережья, в Абхазском регионе, где горы встречаются с морем, до сих пор можно увидеть древние храмы, башни и крепости. Но вот парадокс, вся эта архитектура, веками формировавшая облик края, грузинская, так как Абхазия была веками грузинской землей, а древние абхазы были частью грузинского народа. Сегодняшние абхазы, самоназвание которых Апсуа, утверждают, что они коренной народ Абхазии, а грузины якобы лишь переселенцы в этих краях. Но почему-то эти коренные Апсуа не оставили после себя ни одного архитектурного памятника. Ни башен, ни храмов, ни мостов, ни даже старинных жилищ, которых можно было бы назвать абхазскими, в отличие от грузин. Также хочу заметить, что в Грузии никогда не было и не могло быть притеснения абхазов. Наоборот, к ним всегда относились как к братскому народу. Недаром у большинства Апсуа абхазов грузинские фамилии. Все заявления, транслируемые оккупантскими СМИ, это сплошная ложь и пропаганда. Империи испокон веков действовали по принципу «разделяй и властвуй», и трагедия Абхазии стала прямым следствием этой политики. Сегодня эта земля используется лишь как инструмент давления на Грузию. За 3000-летнюю историю грузинской государственности не было случаев дискриминации какого-либо этноса или народа. Наоборот, Грузия всегда была домом для десятков народов. Ассирийцы, изиды, курды, армяне, азербайджанцы, евреи, греки и многих других. Даже те, кто не имел собственного государства, находились здесь за защиту и мирное сосуществование. Когда евреев преследовали во всем мире, в Грузии они пользовались привилегиями. Когда мусульманские армии в средневековье захватывали грузинские земли, даже тогда грузины устанавливали справедливые налоги, проявляли уважение к иноверцам. Так было всегда. К каждой нации и каждой вере относились с уважением и человечностью. Тем более это касается абхазов, народа родственного и близкого. Миф о притеснении абсурден. В действительности грузины всегда относились к абхазам с теплом и будут рады жить рядом с ними в мире и дружбе. Но что же касается архитектуры в Абхазии, которую мы сегодня видим, это грузинское наследие. Тут не поспоришь. Храмы и соборы, Илори, Моквы, Бедия, Пичуинта, руины храмов вроде церкви Святого Креста в Члоу и крепостей, мосты и боевые башни – все это строили грузины. Причем в разные века, от раннего средневековья до 18 века. Каждый камень этих храмов говорит на грузинском. Да, конечно же, в некоторых местах встречается и византийское влияние, но его доля невелика. А позже, в 19 и 20 веках, появляются русские здания, особенно в городах и на побережьях. Но даже вместе взятые византийские и русские объекты составляют не более 10-15% всей исторической архитектуры Абхазии. Кстати, раз затронули церковь в Члоу, хотелось бы рассказать о нем пару интересных фактов, так как он не так известен, как те же Илори, Моквы или Бедия. Церковь Святого Креста в Члоу – это разрушенная грузинская средневековая церковь на правом берегу реки Дуаб в селе Члоу в оккупированном Очамчирском районе Грузии. На каменной плите, найденной в руинах, есть грузинская надпись шрифтом Асунтаврули, которая датируется примерно XIV веком. Здесь похоронен представитель княжеского двора Дадиани, Эристав Эристави и Мандатурту Хуцеси Озбек Дадиани. Ладно, про эту церковь подробнее мы обязательно еще поговорим в наших других видео. Теперь продолжаем. Тут возникает вопрос, если абхазы жили здесь издавна, как они утверждают, где же их архитектурные следы? Почему у каждого народа Кавказа, например, у ингушей, чеченцев или дагестанцев, на территории своего проживания есть след своего присутствия, хотя бы башни, хотя бы остатки укреплений, а у абхазов пусто? Почему? Может быть, дело в том, что в 16 веке здесь не было народа под названием Абхаз в современном смысле, что это потомки переселенцев с Северного Кавказа, которые пришли уже в грузинские земли, где все от языка до архитектуры говорило о другом народе. И даже если сравнить с соседними народами Кавказа, как уже говорил ранее, у тех есть что показать. У чеченцев, ингушей, дагестанских народов, среди них можно назвать аварцев, лезгин, даргинцев, леков,
басаранцев, десятки сохранившихся боевых и жилых башен, крепостей, сторожевых пунктов, культурных построек. Это их культурный след, их архитектурное наследие. И хочу заметить, у них, как и у Апсуа, не было письменности. Ведь именно отсутствием письменности они оправдывают то, что в Абхазии ничего апсуйского нет. Давайте теперь посмотрим на Абхазию, на территории, где по заявлениям сепаратистов и оккупантов с древнейших времен жили апсны. Где же тогда их архитектура? Где хотя бы одно культурное здание? Башня или уникальная постройка, которую можно назвать абхазской по стилю, по исполнению или хотя бы по духу. Даже у некоторых субэтнических кавказских групп есть что-то свое, а они даже не отдельный народ, а субэтнос, то есть часть большого народа. Таких на Кавказе немало. Даже у них есть что-то свое, которое их выделяет среди большого народа. Есть обряд, есть архитектура, есть наследие на территории своего проживания. А у великих абхазов, которые якобы наследники Абхазского царства, которые якобы жили в Абхазии, на пересечении нескольких мировых цивилизаций, имея даже доступ к морским путям, нет на территории своего проживания ни одного следа до 17-18 века. Ни одного памятника, который можно было бы по праву назвать абхазским. Все, что есть, либо грузинское, либо византийское и так далее. И даже те храмы, что остались, активно замазываются, стираются, чтобы скрыть грузинский след. Но память, она упрямая. И как бы ни пытались переписать историю, камни говорят громче слов.